Новости в эфире телеканала «Милет». В студии Мухаммед Зикиряев. Добрый вечер. И вот о каких событиях расскажут наши корреспонденты. Реставрация мечети, обустройство мест компактного проживания. Представители власти посетили Керчь. Непередаваемые эмоции, танцы и песни. В Крыму состоялся гала-концерт республиканского конкурса крымско-татарской музыки, песни и танца. Кто получил гран-при? Сказочная атмосфера и детский смех. В Крыму прошло мероприятие «Елка дружбы». Эффект присутствия, комфортные залы, доступные цены. В Симферополе открылся суперсовременный кинотеатр. Столько Дедов Морозов еще никто не видел. В Ялте прошел традиционный Мороз-парад. Эти и другие новости прямо сейчас в нашем выпуске. В Крыму назначен новый министр строительства и архитектуры. Им стал Михаил Хромов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правительства. Напомним, ранее пост министра строительства и архитектуры занимал Сергей Кононов. Он ушел в отставку по собственному желанию, написав заявление 10 декабря. Столетие образования военных судов. В Симферополе состоялось праздничное мероприятие. Лучшим сотрудникам были вручены заслуженные награды. Это благодарности, часы от главы республики, а также почетные грамоты от Совета министров. Организаторы подготовили большую концертную программу. Мероприятие посвящено и дню начала деятельности военных судов в Крыму. Хочу поздравить вас с праздником, пожелать и дальше успешной системной работы на этом направлении. Со своей стороны гарантирую полное взаимодействие. Соответственно, ну и, конечно, успеха вам. Хочу поздравить с Новым годом. Желаю, чтобы нас только мирное небо, близкие и родные своим здоровьем радовали в Новом году. Поэтому с праздником представителей военных судов России. На обновление материально-технической базы Крымского инженерно-педагогического университета было выделено 50 миллионов рублей. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции рассказала министр образования Наталья Гончарова. Также стало известно, что закуплено оборудование для 3 лабораторий. А на следующий год по поручению главы республики на развитие вуза заложено еще 150 миллионов рублей. Одна из основных статей расхода – это, конечно, заработная плата. Она составила из 25 миллиардов рублей более 17 миллиардов рублей. Это та субвенция, которая дается муниципальным образованием для заработной платы педагогам. Это 25,5 тысяч педагоги общего среднего образования и 21 тысяча – это педагоги дошкольного образования. Также министр рассказал, что в этом году крымским педагогам было перечислено 17 миллиардов рублей на зарплаты, а общий объем бюджета с начала года составлял около 20 миллиардов рублей. По словам Натальи Гончаровой, целевые показатели на этот год по заработной плате выполнены в полном объеме. Эти деньги идут строго на материально-техническую базу. То есть помимо строящегося поликультурного этнического центра, общежитий и так далее, это то, что касается материально-технической базы с точки зрения развития вуза как академического университета. 75 лет со дня трагических событий деревни Улу-Сала, ныне Сенапная, Бахчисарайского района. В Крыму состоялись памятные мероприятия, посвященные Дню сожженных деревень. Митинг, тематическое мероприятие, беседа, а также фотовыставка. В учебных заведениях Бахчисарайского района школьникам на классных часах рассказали о трагедии, которая унесла жизни сотням ни в чем не повинных людей в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие провели по поручению главы республики Сергея Аксенова. Постановление размещено на официальном портале правительства Крыма. Реставрация мечети, строительство домов для депортированных, обустройство места компактного проживания крымских татар. Председатель Госкомнадзора Ленур Абдураманов с рабочим визитом посетил Керчь. Как завершился 2018 год для жителей этого города, расскажет наш корреспондент София Шукурова. Это единственная мечеть города. Каждую пятницу сюда съезжаются около 100 мусульман из Керчи. После открытия моста крымские татары из Тамани тоже стали сюда приезжать. Но есть проблема – здание давно не ремонтировалось. Нам нужны средства, чтобы провести внутренний ремонт в мечети. Здесь в стенах трещины, и мы очень хотим сделать отопление. Будем всем благодарны за помощь.
В Керчи есть и место компактного проживания крымских татар – Джаныкой. Для этого поселка администрация выделила землю под строительство мечети, а также место для захоронений. Здесь проживают около 300 семей. Единственная просьба, с которой обратились жители к председателю Госкомнадзора – строительство дорог. Газ мы провели сами своими усилиями, освещение нам сделали. Вода у нас относительно есть. Единственная проблема нашего воды – это приемка сдачи, но это в проекте уже. И основная проблема – это дороги. Нам нужно сделать основную нижнюю дорогу, которая соединяет все 9 улиц, чтобы был выход к школе, к остановке. Тема дорог уже на контроле. Ленур Абдурманов совместно с администрацией пообещал разработать план действий по решению этого вопроса. А что касается жилья для реабилитированных, здесь все понятно. Дом был построен ровно за год. Более 100 человек до сих пор продолжают работать на объекте. Здесь будет парковка и детская площадка. Ключи от 72 квартир уже в начале нового года получат практически все очередники. Ведутся малярные работы, отделочные работы. Значит, в квартирах будет 100% заходит человек и живет. Линолеум, газовый котел двухконтурный, отопление, горячая вода, санфаянс и так далее и тому подобное. То есть под ключ, под ключ. На очереди останется еще около 30 человек, но для них тоже есть утешительный прогноз. Уже в 2019 году здесь начнется строительство еще одного 72-квартирного дома для реабилитированных. Я представляю, сколько людей будут счастливы, жизнерадостны, и многие, может, не дождались, а кто дождался уже. Аллаха шкур, хоть не отлервал, хоть получит квартиры долгожданные. Это очень впечатляет, очень меня радует. Уже в администрации председатель Госкомнадзора Ленур Абдурманов встретился с главой администрации Сергеем Бороздиным и общественностью. Там обсудили вопросы изучения крымско-татарского языка, а также оснащения материально-технической базой народных коллективов. Оно воочию видно, когда действительно администрация совместно с общественными организациями говорит с населением, объясняет те процессы, которые сегодня происходят, поэтому это очень важно. Рабочие визиты в города и районы полуострова будут регулярны. Это позволит председателю Госкомнадзора Ленуру Абдурманову изучить проблемы и в дальнейшем найти пути их решения. София Шукурова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. В Крыму состоялась церемония награждения победителей 5-й ежегодной премии «Журналист года-2018». Награды получили представители крымских СМИ. Это журналисты региональных телеканалов, корпунктов, а также печатных изданий. Победители были определены в 21-й конкурсной номинации. Заслуженные награды получил и телеканал «Миллет». Гран-при полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе вручили генеральному директору нашей телерадиокомпании Эрвину Мусаеву. Не только итоги подвели, но и праздник устроили. В Крымско-татарском академическом музыкально-драматическом театре объявили результаты и подвели церемонию награждения финалистов республиканского конкурса крымско-татарской музыки, песни и танца. Кто стал победителем и обладателем гран-при, расскажет Султания Ситакаева. Яркая и запоминающая в Крымско-татарском театре царила настоящая атмосфера праздника. 25 творческих коллективов и 23 солиста из городов и районов полуострова продемонстрировали свои таланты. Они уже готовы узнать результаты. Всех призеров ждут ценные призы и поощрения. С этой стороны огромную поддержку оказал депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Выражаю ему огромную благодарность. Благодаря его помощи конкурс прошел ярко и незабываемо. Стать финалистами первого республиканского конкурса крымско-татарского искусства участникам было непросто. Они прошли несколько отборочных туров, удивляли судей игрой, харизмой и артистизмом. Мероприятие направлено на популяризацию и развитие крымско-татарской культуры на полуострове. Что касается крымско-татарской мелодии, это часть, наверное, души Крыма. И очень важно не только ее сохранить, но и дать возможность услышать всем, кто так или иначе имеет отношение к Крыму. Потому что крымско-татарская музыка, песни не только ласкают слух крымским татарам, умиротворяют душу, но и важно, наверное, говорить о том, что крымско-татарская музыка, песни – это часть истории Крыма, души Крыма. Это то, без чего Крым немыслим.
В категории «Аматоры» и «Профессионалы» приняли участие 400 человек. Ограничения были только возрастные. Участвовать могли исполнители до 35 лет. А выступления оценивали специальное жюри. Это известные деятели культуры и искусств Республики Крым. Несмотря на то, что наши недруги постоянно говорят о том, что с приходом России, включением Крыма в состав Российской Федерации, все нагнетающаяся обстановка и все те направления, которые необходимы для народа, для его развития, в этой стране невозможно. Однако мы видим сегодня, что совместными усилиями всех уровней республиканской власти, общественных организаций, наших талантливых людей мы сохраняем это все, совместно делаем все наши лучшие проекты. И, конечно же, в преддверии уже Нового года подводим главные итоги, которые позволяют нам выделить особо одаренных, особо важных. Впервые всех призеров фестиваля наградили денежными сертификатами. Интригой гала-концерта стало объявление обладателей гран-при. Абсолютным победителем в категории «Аматоры» в номинации «Музыкально-инструментальное искусство» стал Асан Черчир. Обладателем гран-при направления «Аматоры» и денежным призом в размере 70 тысяч рублей становится Асан Черчир. Очень благодарен всем организаторам, всем спонсорам, своему отцу и Руслану Бальбеку. Благодарю всех за то, что продвигают талантов и помогают им развиваться. В категории «Профессионалы» обладателями гран-при стал крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма». Через национальный танец «Тым-тым» они сумели передать все богатство своей культуры. Сумма денежного приза – 100 тысяч рублей. Были слезы, были много смеха, радости, печали. Но мы сегодня можем сказать, что крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма» был, есть и будет. Учредителями конкурса являются Министерство культуры и Центр народного творчества Республики Крым. Организаторы уверены, конкурс обретет статус международного и привлечет участников из других стран. Султанис Такаева, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». А в КФУ определили факультет года. В Таврической академии состоялся праздничный концерт. Студенты удивляли талантами, исполняли вокальные, танцевальные и театрализованные номера. По результатам конкурса первое место занял юридический факультет, на второе место оказался факультет славянской филологии и журналистики, а вот третье место досталось иностранной филологии. Приятным сюрпризом для победителей и участников праздника стал торт весом более 15 килограммов. По мнению организаторов, с каждым годом конкурс становится все лучше, а недавно у него даже появился собственный саундтрек. 200 тонн сельхозпродукции было представлено на предновогодней ярмарке в Симферополе. Об этом сообщил министр сельхозхозяйства Андрей Рюмшин. Широкий ассортимент товаров порадовал горожан и гостей столицы. Многие приехали специально из других регионов Крыма. Стоит отметить, что по Симферополю в этот раз курсировали несколько бесплатных маршрутов. Многие продукты были распроданы уже к 9 утра. Напомним, ярмарочная торговля проходила на Киевской, Дмитрия Ульянова, а также на перекрестке улиц Кичкемецкая и Белокуна. Игры, танцы, мастер-классы и многое другое. Во Дворце культуры профсоюзов состоялось представление «Елка дружбы». В замечательной сказке побывал наш корреспондент Саида Реджепова. Вот и на еще одной елке зажглись огни. Все мигом перенеслись в сказку. Фантастические герои будто бы ожили. Игры, танцы, песни. Ребята словно погрузились в волшебную атмосферу праздника. На мероприятие было приглашено большое количество детей. Мы пригласили детей национально-культурных автономий, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, чтобы вместе с ними отправиться в сказочное путешествие. Вместе со сказочными героями они будут преодолевать разные препятствия, но все это будет в веселой игровой форме. Дети были впечатлены представлением. Праздники у них начались. Кто-то уже написал письмо Деду Морозу, а кто-то украсил елку. Своими секретами поделились юные гости. Мишуру по кругу, и потом огоньки по кругу, и шарики везде развешиваем.
Также вниманию гостей были представлены различные работы мастеров. Они заинтересовали каждого присутствующего. Подделки из бисера, цветов и куклы, сделанные собственными руками, а также элементы традиционных костюмов. Ну а в основном мы занимаемся крымско-татарским костюмом традиционным. Поэтому на сегодня мы представляем все богатство, которое вот накопили за это время. Мероприятие было организовано Домом дружбы народов и Комитетом по делам межнациональных отношений депортированных граждан. «Елка дружбы» – это сказка для детей разных национальностей. Султания Сидакаева, Сайдей Раджапова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». Ялтинский мороз-парад прошел в 9-й раз. В шествии приняли участие 37 команд. По городской набережной прошли Деды Морозы и Снегурочки, большие и маленькие Санта-Клаусы, скоморохи и снеговики. Команда из Севастополя к мероприятию готовилась заранее. Они сами сшили костюмы, написали сценарий. Колонну возглавили байкеры из мотоклуба «Ночные волки». За ними, задавая музыкальный темп, следовал коллектив Ялтинского духового оркестра и самые маленькие морозики, воспитанники детского сада. В этом году к праздничному шествию присоединилось рекордное количество сказочных персонажей – 800 Дедов Морозов из разных регионов полуострова. Еще одна площадка к Новому году. В Симферополе открылся кинотеатр «Люмен». 400 посетителей смогут одновременно посмотреть новинки кино в современных и комфортных условиях. 5 кинозалов оборудованы по современным стандартам. Новый кинотеатр оценил и наш корреспондент Севиля Меметова. В танцевальном зале Крестного. Но это невозможно. Разве? Эффект присутствия. Именно это делает кинотеатр «Люмен» особенным. В одном из залов установлена система Dolby Atmos. Именно она позволяет зрителям ощутить вертикальную позицию источника звука. Это когда шум дождя действительно доносится с потолка, а от проезжающего поезда дрожит пол. В зале, в котором мы находимся, это звук Dolby Atmos. Мы представляем эту впервые технологию в Крыму. Здесь больше ни у кого такого звука нет. Эта технология позволяет получить наибольший звуковой эффект, который задумал звуковой режиссер. Здесь более 40 колонок, и тот процессор, который здесь применен, он позволяет так распределить звук, что у человека, находящегося в зоне окружения этих колонок, было максимальное ощущение присутствия в той сцене, которая представлена на экране. «Люмен» есть во многих субъектах России. И если в кинотеатрах других регионов всего 3 зала, то для Крыма сделали исключение. У нас их целых 5. В каждом по 80-85 мест, 2 ряда вип-кресел. Кстати, эти места по цене не отличаются от обычных. Мы рады представить вниманию наших посетителей и всех симферопольцев и крымчан новейший 5-зальный кинотеатр фирмы «Люмен». Этот кинотеатр располагается на 4-м этаже торгового комплекса «Центрум» и является на сегодняшний день, без всякого сомнения, самым современным объектом кинопоказа в Крыму. Кинотеатр оборудован по самым современным технологиям. Оригинальный дизайн, огромные проекторы, доступ маломобильным гражданам. Новейшая система вентиляции обеспечит комфорт во время просмотра фильма. Также немаловажным критерием является наилучшая система безопасности. Современные технологии, удобная онлайн-покупка билетов через приложение, совершенно новая система звука и, конечно же, последние новинки кинематографа. Здесь все оборудовано для удобства и комфорта людей. Тестирование современной звуковой программы стало для посетителей настоящим праздником. Фуршет и развлекательная программа перед сеансом. Предновогодний подарок удался. Желающих посетить кинотеатр с каждым днем становится все больше. Для многих «Люмен» теперь самый любимый дом кино в Симферополе. Я здесь впервые, и атмосфера достаточно интересная, много фотозон, этим понравилось. Конечно, тут есть чем заняться до того, как начнется фильм. Кинотеатр очень хороший, мне он очень нравится. И мне кажется, что именно в нем мы будем смотреть фильм после Нового года. Заказать билеты можно, не выходя из дома. Достаточно зайти на официальный сайт lumenfilm.com. На новогодние праздники здесь будет интересно. «Люмен» – кинотеатр для всей семьи. Севиля Меметова, Асан Зевадинов, телеканал «Миллет». Такими были новости дня. Приятного вечера.